Друзья, всем привет! Мы возвращаемся после небольшого перерыва, связанного с моим кратковременным отсутствием. За это время появилась одна важная новость, которую стоит прокомментировать. 9 декабря на сайте Международного республиканского института, также известного как IRI, был опубликован опрос общественного мнения об общественно-политической ситуации в Республике Молдова. Своего рода барометр общественного мнения, который периодически в нашей стране проводит IRI. Международный республиканский институт – это международная некоммерческая организация, созданная в США с целью оказания помощи отдельным странам в строительстве демократии. Нашей стране, в частности, IRI помогает в строительстве политического плюрализма и партийной демократии через развитие и укрепление политических партий. В США IRI близок к республиканской партии. IRI периодически проводит в Молдове подобные опросы. Я, например, доверяю двум опросам. Опросу IRI и барометру общественного мнения, который проводится по заказу Института общественных политик. Последний опрос IRI проводился с 1 октября по 15 ноября и зафиксировал общественно-политические настроения жителей Республики Молдова, в том числе и отношение к внутренней и внешней политике страны, а также к основным политическим игрокам в Республике Молдова. Опрос не включал Приднестровский регион. Мое внимание в этом опросе привлекло то, как распределились ответы на вопрос, кому из следующих лиц вы относитесь положительно или отрицательно. В числе лидеров этого списка оказалась Башкан Гагаузии Ирина Влах. По всей стране к ней хорошо относятся 35% опрошенных. Здесь она пятая в списке после примара столицы Иона Чебана, Игоря Дадона, Майи Санду и Илона Шора. Среди жителей муниципа Кишинев к Ирине Влах положительно относятся 39% опрошенных. Здесь она третья после Иона Чебана и Майи Санду. Это не означает, что столько же людей готовы проголосовать за Ирину Влах в случае, если в ближайшее воскресенье пройдут выборы. Это даже не отражает уровень доверия к Ирине Влах. На вопрос о доверии к тому или иному политику ответы распределились иначе. Наиболее высокое доверие у респондентов к Майи Санду. На втором месте Игорь Дадон. Уровень доверия к Ирине Влах в этом опросе не замерялся. Однако, по правилам политических технологий, успех на выборах начинается выстраиваться с формирования положительного образа. Сначала формируется положительный образ политика, потом доверие, либо и то, и другое одновременно. А потом это начинают трансформировать в результат на выборах. Появление Ирины Влах в этом списке не случайно. В своих монологах в последнее время я часто говорил о том, что Ирина Влах готовится вернуться в национальную политику, но уже в роли лидера одного из политических проектов. Более того, о Ирине Влах часто говорят как о политике, на которую ставит Кремль, наряду с Ионом Чебаном, как одного из лидеров пророссийской оппозиции, но уже обернутой в менее агрессивную пророссийскую обертку, менее агрессивную по сравнению с Дадоном и партией социалистов, и даже с намеком на проевропейскость. И вот уже Ирина Влах появилась в национальных опросах общественного мнения, чего раньше не было. Работа Ирины Влах над формированием своего образа на национальном уровне ведется достаточно долго. Она работает над этим практически весь свой второй башканский срок. Гагаузией практически не занимается. Доказательством тому является тот факт, что бюджет автономии на 2022 год был принят в ноябре месяце этого года, практически в конце года. Сейчас Ирина Влах ведет активную, можно сказать, предвыборную кампанию в социальных сетях и за пределами Гагаузии. Уже год, как мы наблюдаем ее встречу с послами. Это уже превратилось в конвейер. Иногда возникает такое ощущение, что Ирина Влах конкурирует с Нику Попеску. Встреча с послами – это один из инструментов формирования политического образа Ирины Влах как не пророссийского политика, а скорее политика открытого к Западу, хотя она не комментирует войну в Украине и не осудила российскую агрессию. Я не знаю, понимают ли послы, что встречи с Ириной Влах не имеют ничего общего с ее деятельностью Башкана Гагаузии и не связаны с развитием Гагаузии, а являются частью ее предвыборной кампании. Ирина Влах это так и воспринимает, как часть избирательной кампании.
Любой политтехнолог скажет, что избирательная кампания начинается на следующий день после выборов и продолжается до следующих выборов. Российские политтехнологи давно донесли до нее эту мысль. Обычно послы встречаются с Ириной Влах у нее в кабинете. А недавно она решила сама прийти к послам. И не просто так, а с колядками. Начиная с 7 декабря женщина начала всех поздравлять, пока только послов. Не знаю, но мне кажется, это не уровень Башкана и члена правительства ходить с детьми по посольствам и петь колядки. Это выглядит нелепо и абсурдно, но не для Ирины Влах. Также в последние месяцы мы наблюдаем в социальных сетях Ирины Влах, как она колесит по стране с концертами гагаузского ансамбля «Дюзова». У многих, кто за этим наблюдает, возник вопрос или даже недоумение. А зачем, собственно, Башкан, высшее должностное лицо Гагаузии, член правительства, катается по стране с концертами? У Гагаузии есть свой начальник управления культуры. У ансамбля «Дюзова» есть свой художественный руководитель, в конце концов, который и должен открывать эти концерты и выступать перед публикой. Тот, кто ставит концертную программу, тот, как правило, и представляет эту программу. Какое отношение к концертной программе ансамбля «Дюзова» имеет Ирина Влах? Это не уровень Башкана ездить по стране с концертами. Башкана избирают для других дел. Мы-то думали, что мы выбрали Башкана. Мы выбрали главу региона для управления Гагаузией и решения ее социально-экономических и политических проблем. А оказалось, что мы выбрали концертмейстера. Это все равно, что предприятие нанимает на работу управленца, а он или она, вместо того, чтобы управлять предприятиями, решать ее текущие задачи и достигать стратегических целей, занимается организацией концертов и даже не для своих сотрудников, а для сотрудников других предприятий. Но с другой стороны, ведь покатушки Ирины Влах по стране с ансамблем «Дюзова» — это не от недостатка ума. Интеллектуалом Ирину Влах назвать сложно, но и нельзя сказать, что она не понимает, что делает. Результаты опроса и тот факт, что она в нем появилась, четко демонстрируют, что у нее есть конкретная цель – возглавить один из национальных политических проектов. Эту цель скорее определили для нее, определила не она, а кураторы из Москвы. И они же, скорее всего, управляют ее политической, а точнее сказать, предвыборной кампанией. Мне, конечно, могут возразить, сказав: ну ладно тебе, Михаил, ты передергиваешь. Концерты ансамбля «Дюзова» — это хорошая инициатива. Они знакомят жителей Республики Молдова из других районов с гагаузской культурой. Ведь это же круто, мы многонациональная страна, и благодаря таким концертам мы узнаем друг друга лучше. К тем, кто мыслит таким образом, у меня несколько возражений. Первое. А что насчет Гагаузии? Я не помню, чтобы ансамбль «Дюзова» ездил по Гагаузии с концертами. Вот и примар Бишгёза Николай Георгиевич Гатишан говорит, что за последние 4 года этот ансамбль не приезжал в Бишгёз с концертами. В том числе вы сказали о концертах, разъезжании. Вы знаете, Дюзова был в Бельцах, был в Яловенах, но за 4 года он никак не был в Бишгёзе. Тем не менее, они до сих пор содержались, в том числе и за счет наших налогов. Почему? Я понимаю, что электорат Бишгёза не нужен этой категории функционеров. Он нужен совершенно другой плоскости. И поэтому используются бюджетные деньги для разъезжания. Да, они представляют, что надо пропагандировать культуру гагаузскую. Я не против. Нужно, безусловно. Но подождите, а что делать с жителями населенных пунктов? Разве жители Гагаузии недостойны того, чтобы перед ними выступал гагаузский ансамбль «Дюзова», который они содержат из своих налогов, кстати говоря? Второе. Я не слышал, чтобы 2022 год был объявлен в Молдове годом гагаузской культуры. Если бы власти страны объявили 2022 год годом гагаузской культуры, тогда было бы понятно, почему гагаузский народный ансамбль «Дюзова» колесит по стране с бесплатными концертами. Для таких концертов нужен повод. Третье. Ирина Влах пишет у себя в социальных сетях, что эти концерты проходят в рамках программы по случаю очередной годовщины образования гагаузской автономии. Но тут другой вопрос. А в самой Гагаузии какие-то мероприятия по случаю образования гагаузской автономии проводиться будут? Или День образования гагаузской автономии — это не гагаузский праздник? Это, кстати, не первый раз, когда основное мероприятие по случаю образования гагаузской автономии Ирина Влах проводит не в Гагаузии. Например, основное мероприятие по случаю празднования 25-летия образования гагаузской автономии в 2019 году Ирина Влах провела не в Камрате, а в Кишиневе, во Дворце Республики, где она присудила Игорю Додону высшую награду гагаузской автономии. Четвертое. Даже если принять официальный повод
разъездов ансамбля «Дюзова» с концертами по всей стране и согласиться с тем, что это хорошая идея. Мультикультурализм и все такое. Все равно во всю эту аргументацию не вписывается один факт. Присутствие и выступление на этих концертах Ирины Влах. Но это только в том случае, если рассматривать Ирину Влах в этом контексте как Башкана Гагаузии. Тут да, не сходится, потому что, еще раз повторюсь, это не уровень Башкана разъезжать с ансамблем по стране и выступать на сцене. Но если рассматривать Ирину Влах как политика, который начал свой новый политический проект, тогда да, все сходится. И становится понятным, почему она ездит по всей стране с концертами, потому что это хороший повод встретиться с потенциальными избирателями. А корочка Башкана ей дает статус и ключ, который открывает перед ней двери. С другой стороны, нет ничего плохого, что политики, чей мандат на определенной должности заканчивается, думают о своем политическом будущем. Ради бога, но не за деньги налогоплательщиков и без использования административного ресурса. А здесь мы видим самое что ни на есть использование бюджетных и административных средств АТО Гагаузия и Республики Молдова в целях предвыборной кампании Ирины Влах. Также из социальных сетей Ирины Влах мы видим, как за последний год она уже по второму или третьему кругу встречается со студентами кишиневских вузов. Официально это подается как встреча со студентами из Гагаузии. Какой смысл Башкану встречаться со студентами? Они что, без этих встреч не смогут учиться? Она что, проверяет их оценки? Допустим, некоторым из них Гагаузия выплачивает стипендии. Так это же не означает, что эти студенты в обязательном порядке должны приходить на встречи с Башканом и фотографироваться для ее социальных сетей. И опять меня могут обвинить в том, что я придираюсь. Первые лица регионов или государств встречаются с молодежью, и в целом это хорошая практика, да, но все зависит от того, какие цели преследуют эти встречи. У меня есть сильное ощущение, что эти встречи носят исключительно предвыборный характер. И в последнее время они участились. В пятницу, 9 декабря, Ирина Влах встретилась со студентами Молдавского государственного университета, а месяц назад со студентами педагогического университета Крянга в Кишиневе. В нашем распоряжении оказалась аудиозапись этой встречи. На встрече со студентами Крянга вместе с Влах была и начальник управления образования Гагаузии Наталья Кристева, которая сказала студенткам следующее: «Я уверена, что вы сможете найти на нашей территории хорошего супруга себе. У нас очень хорошие гагаузские ребята, они очень брутальные, они всегда берут ответственность за своих женщин». Ну, мне кажется, так себе перспектива. И не совсем понятно, что рекламирует глава управления образования Гагаузии. Гагаузию или секс-услуги. А с другой стороны, почему бы и нет, если региональная политика в Гагаузии больше напоминает беспорядочные половые связи, нежели нормальный политический процесс. Ну, а если серьезно, то, наверное, Башкан Гагаузии прежде всего должна встречаться со студентами Камрадского государственного университета и обрисовывать им перспективы, которые их ждут в Гагаузии после окончания этого вуза. Хотя, конечно, с ними она тоже встречалась. Но не для того, чтобы рассказать о перспективах в Гагаузии, а представить главу офиса IRI в Молдове Кшиштофа Лисика, который выступил перед студентами КГУ с докладом на тему вступления Молдовы в Европейский Союз, да или нет. А разве Влах не может рассказать студентам, стоит ли нам вступать в Европейский Союз или не стоит? Я думаю, студентам и жителям Гагаузии важно знать мнение главы Гагаузии по этому поводу. Или Ирина Влах еще не определилась с этим. Сколько еще кабинетов для Ирины Влах должен отремонтировать Европейский Союз? И сколько дорог ЕС должен построить и отремонтировать в Гагаузии, чтобы Ирина Влах определилась и объяснила студентам, стоит нам вступать в Европейский Союз или не стоит? Или Ирина Влах и ее подчиненные могут рассуждать только про брутальных парней? Кроме концертов и встреч со студентами, Ирина Влах в последнее время встречается и с учителями. И опять не в Гагаузии, а в других районах Республики Молдова. За последний месяц мы увидели несколько публикаций в ее социальных сетях с встреч с учителями русскоязычных лицеев то в Унгенах, то в Бельцах, то в Езенцах. Например, 19 октября Ирина Влах посетила лицей имени Пушкина в Унгенах. Это один из крупнейших русскоязычных лицеев в Республике Молдова. В этом лицее обучаются свыше 800 учеников.
Встречу с учениками и преподавателями лицея для Ирины Влах организовала администрация лицея. Наша коллега Елена Чулак позвонила в лицей узнать, кто и с какой целью организовал эту встречу. Директор лицея сказала нашей коллеге, что ей позвонила начальница управления образования Гагаузии Наталья Кристева. Та самая Кристева, которая заманивает в Гагаузию студентов крянга брутальными гагаузскими парнями. Кристева попросила директрису Унгенского лицея Пушкина разрешения встретиться с коллективом лицея. По словам директора, Башкан Гагаузии прибыла в учреждение как член правительства, чтобы посмотреть, как внедряется правительственная программа, по которой в этой школе был проведен капитальный ремонт. Ремонт в этом лицее провели в рамках программы реформы образования. По словам директора, Ирина Влах поговорила с детьми о том, как они себя чувствуют в лицее. Далее, по словам директора, Влах провела встречу с педагогическим коллективом лицея. Она рассказала о своей деятельности, о том, на каком уровне решаются вопросы образования в Гагаузии. Встреча с педагогическим коллективом этого лицея продолжилась около 40 минут. В правительстве наши коллеги сказали, что Ирина Влах не была делегирована на встречу в лицее Пушкина в Унгенах как член правительства. Следует напомнить, что в тот же день в Унгенах проходило выездное заседание правительства Республики Молдова. Какое отношение вообще Ирина Влах имеет к ремонту лицея Пушкина в Унгенах? С чего это вдруг Башкан Гагаузии проверяет, как прошел ремонт школы в Унгенах, в городе, который не входит в состав Гагаузии? Понятно, что цель визита Влах в Унгенский лицей Пушкина не посмотреть на ремонт. Цель визита – это та самая 40-минутная встреча с преподавательским составом лицея. Ровно как и цель тех самых концертов, с которыми Влах разъезжает по стране. Эти концерты организованы не для продвижения гагаузской культуры. Продвижение гагаузской культуры в данном случае – это побочный эффект. Равно как и встречи с преподавателями не организуются для изучения опыта или проверки ремонта. Их главная цель – это общение с людьми, обладающими избирательным правом, которые, к тому же, могут повлиять на других обладателей избирательного права, родителей, детей, которые обучаются в этих лицеях, и сотрудников примарии, которые ходят на эти концерты. Это, по сути, предвыборная встреча. Фактически это избирательная кампания, которая проводится за бюджетные деньги с использованием национальных бюджетных и административных ресурсов Республики Молдова и местных ресурсов АТО Гагаузии. Для этого Влах использует статус Башкана и члена правительства, который открывает перед ней эти двери. Сотрудник исполкома, как Наталья Кристева, в рабочее время организует, по сути, предвыборные встречи для Ирины Влах, которые не имеют никакого отношения к Гагаузии и к ее прямым обязанностям сотрудника исполкома Гагаузии. На этих встречах Влах рассказывает про то, как она развила Гагаузию. Читая или слушая выступления Влах на этих встречах, создается впечатление, что Гагаузия просто рай на земле. И тут есть все, и даже мужиков дают тем, у кого нет. Причем не простых мужиков, а брутальных гагаузов. В общем, как у Жириновского, каждому мужику по бутылке водки, а каждой бабе по мужику. Влах рассказывает о том, как в Гагаузии строятся больницы, детские сады и стадионы. Она растянула эту песню на несколько лет. Эта песня уже не актуальна, но она продолжает ее петь. Ведь никто из преподавателей или зрителей концертов Дюзова за пределами Гагаузии не будет проверять, так это или не так на самом деле. И какое отношение к этим проектам имеет Влах. Ирина Влах это знает и пользуется этим. Благодаря своим СМИ в Гагаузии и пророссийским СМИ в Кишиневе она создает картинку, которая не совсем соответствует реальности. Влах не рассказывает про то, что европейские проекты, реализованные в Гагаузии на сумму более 14 миллионов евро в ее первый башканский срок, привлекла не она, а предыдущий Башкан. Или администрация предыдущего Башкана. Или про то, что проект по строительству детского сада в Чешмекёе, который построил Туркменистан, привлекли еще до ее башканства, и она к этому не имеет отношения. Или про то, что обязательства по строительству ряда социальных объектов в Гагаузии Турция дала еще до башканства Ирины Влах. Они просто были построены и сданы в эксплуатацию в период ее башканства. А сколько новых европейских проектов привлекла Влах? Но Влах не про это, она про создание картинки, которая не имеет ничего общего с реальностью. Это такой гагаузский вариант королевства кривых зеркал. Влах обладает наглостью, которая позволяет ей протиснуться туда, где ей не место, и вести себя, как ни в чем не бывало. Недавно, например, в Камрате сдали в эксплуатацию Камратскую объездную.
В период ее строительства ВЛАГ несколько раз ее инспектировала. Зачем инспектировала? Какое вообще отношение к строительству этой объездной имеет исполком Гагаузии и Башкан Гагаузии? Проект реализовывало правительство, дорогу строила турецкая компания, финансировал проект Европейский Союз. Из бюджета Гагаузии не выделили ни лея. Но зато ВЛАГ инспектировала ее строительство. Все это часть ее тактики по созданию картинки, представляющей ее в образе эффективного менеджера. Какой она менеджер, мы видели во время пандемии. Многие, попавшие в инфекционное отделение Камрадской больницы с ковидом, с кем нам удалось пообщаться, пережили несколько худших дней в своей жизни. Не из-за ковида, а из-за медицинского обслуживания. Многие были предоставлены сами себе. Их кормили баландой. Все мы помним кадры с ржавой стиралкой из Камрадской больницы. Той самой больницы, где правительство Турции построило новый корпус, которым не перестает похваляться Ирина ВЛАГ. Турецкие партнеры даже передали новые стиральные машинки для прачечной Камрадской больницы. Гагаузская сторона должна была отремонтировать прачечную таким образом, чтобы туда можно было установить новое оборудование. Эффективный менеджер Ирина ВЛАГ даже это не смогла сделать. Потом исполком запросил у Народного собрания 25 миллионов лей на борьбу с пандемией. Куда ушли эти деньги, мы не знаем. Может, на финансирование избирательной кампании Додона и партии социалистов? Такое тоже бывает. В данном случае я не утверждаю, я задаю вопрос, потому что в Гагаузии мы эти деньги не видели. Например, в эти 25 миллионов был включен ремонт инфекционного отделения Вулканежской больницы, которая до сих пор не отремонтирована. Все эти покатушки Ирины ВЛАГ по стране вызывают у меня ощущение дежавю. Где-то мы это уже видели. Мы то же самое наблюдали в период с 2010 по 2015 год во время башканской предвыборной кампании Ирины ВЛАГ. Ту кампанию Ирина ВЛАГ начала сразу же после выборов Башкана 2010 года, где она заняла 3-е место после Формузала и Дудогла. В период с 2010 по 2015 год ВЛАГ также каталась по Гагаузии и встречалась с коллективами детских садов и школ, и по нескольку раз в год. Приходила и дарила где что могла урвать. Компьютер, обруч, старый ковер, игрушки. Ее СМИ потом делали 150 тысяч новостей о том, как ВЛАГ помогает детским садам и школам. Благодаря такой нехитрой, но методичной работе ВЛАГ выиграла башканские выборы 2015 года с первого тура. Следует, правда, отметить, что при информационной, политической и консультативной поддержке Кремля и российских спецслужб. И, как многие утверждают, при поддержке Плохотнюка. К выборам Башкана 2019 года в Гагаузии практически была уничтожена оппозиция, а Ирина ВЛАГ была переизбрана на 2-й башканский срок с результатом, который можно увидеть только в Туркменистане – 92% голосов. Своими покатушками и концертами по стране ВЛАГ пытается провернуть трюк, который она провернула перед своим избранием на должность Башкана. Долго, методично и заблаговременно проводя свою предвыборную кампанию перед выборами Башкана в 2015 и 2019 годах, а теперь перед очередными выборами президента и выборами в парламент. Главный вопрос здесь – помогают ли ей в этом Кремль и российские спецслужбы? Я думаю, что помогают. Расследование Райс Молдова, а также тот факт, что Ирина ВЛАГ не осудила российскую агрессию и не комментирует войну в Украине – прямое тому доказательство. В связи с этим у меня возникает другой вопрос. Почему мы позволяем агенту Кремля использовать бюджетные и административные ресурсы нашей страны для проведения ее предвыборной кампании, цель которой – занять определенные должности в выборных органах власти страны и влиять на государственную политику в интересах путинского режима. Режима, который стремится подчинить себе нашу страну или даже оккупировать ее. Я надеюсь, этим же вопросом зададутся коллеги из национальных СМИ, а также в прокуратуре и спецслужбах Республики Молдова. На этом у меня все. Слава Украине! Шитраяска, Республика Молдова.